на 6-м межвузовском студенческом балу в столичном городе Уфа. Студенческий бал – это ежегодное мероприятие, в котором принимают участие студенты вузов и колледжей города Уфы. В этом году мы проводим его по поручению главы Республики Башкортостан Ради Фаритовича Хабирова. За всю историю этого мероприятия мы проводили разные тематические балы. Это был и Пушкинский бал, и Есенинский бал, это был бал-маскарад, бал-мюзикл и другие. В этом году основной идеей бала послужило сохранение классических традиций бальной культуры, эстетики, этикета русского бала на основе историко-бытового танца, на основе классических музыкальных произведений. Репетиционный процесс и подготовка к балу проходил на протяжении 2 месяцев. Несколько раз в неделю студенты разных вузов и колледжей слетались к нам в ГПУ для того, чтобы оттачивать танцевальное мастерство. Потому что, конечно, те студенты, которые сегодня будут танцевать, это не профессиональные хореографы, это просто наши обычные ребята, которые захотели и научиться танцевать, и приобщиться вот к этой особой культуре бала. Участники основной танцевальной программы – это около 100 студентов, но кроме того откликнулись разные вузы и колледжи, которые представили свои танцевальные номера, и мы сегодня собрали их в большое такое театрализованное, массовое музыкально-хореографическое действо. В связи с основной идеей этого бала в этом году у нас особая программа, особая танцевальная программа. Мы включили в нее старинные танцы, такие как гавот, романеска. Ну и, конечно же, в программе сегодняшнего бала полонез, вальс, как основные танцевальные композиции любого бала. Потому что бал – это не только танцы, бал – это еще и движение, поэтические движения души, бал – это классическая музыка и особая атмосфера, которая является притягательной. Наш не первый бал, мы участвовали у нас в университетах в различных мероприятиях, и в этом году мы решили себя попробовать уже на межвузовском уровне. Подготовка была очень интересной, каждый день почти были репетиции, занимались с нашими хореографами, прекрасные хореографы, которые помогали, наставляли нас, показывали, как сделать лучше. Очень рады, довольны даже, скажем так, процессом подготовки бала. Я в первую очередь люблю историю, поэтому мне это интересно. Также люблю классические танцы, вальс. Мой самый венский вальс, мой любимый танец. Я танцую с детства, и станцевать на данном балу было моей давнишней мечтой. Вот в этом году мечта осуществилась. Мы готовились к балу 3 недели, у нас были репетиции. Самым сложным, наверное, было это сделать синхронные рисунки, вообще все это сопоставить как-то. Было очень много людей, много студентов, и было очень интересно. Данный бал нас привлекает, скорее всего, тем, что мы можем окунуться в старую эпоху, прочувствовать это на себе, также примерить красивые наряды, вообще быть в этой атмосфере. Это, мне кажется, очень круто. Мне всегда нравился вальс. Я просто в школе участвовал в также школьных танцах на выпускном и на подобных мероприятиях. Он простой, такой плавный, красивый. Мне это нравится. Мы впервые на таком красивом бале. Нас пригласила сюда Золушка, и мы очень рады, что нас сюда пригласили. Мы открываем этот бал. Вальс цветов. Внимание! Титул короля бала получает Кирилл Масальский, студент Уфимского университета науки и технологий. Королевой бала становится Элина Хаматова. Валерию Факирьевичу Аидову.
госпожи изящества Людмиле Михайловне Матвеевой. Это наш первый бал, и на самом деле это получилось очень неожиданно. Мы совсем не ждали этого. Мы просто получали удовольствие, танцевали. Для нас это такая большая честь участвовать на таком престижном мероприятии, городском, можно сказать, республиканском уровне в Уфе. Я даже скажу, нам очень понравилось это мероприятие. Хочу сказать спасибо нашему хореографу Ирине Александровне. Она нас подготовила, она к нам относилась как к детям. Все просто потрясающе, все костюмы, вот эта живая музыка, это просто потрясающе выглядело, атмосфера нереальная.